4 вопроса повестки дня очередного заседания Кабинета министров касались кадровых назначений. Постановлением правительства заместителями министра внутренних дел назначены Тенгиз Нормания и Игорь Джения, который также возглавил специальный отряд быстрого реагирования. Нала Лакоба назначена на должность заместителя министра труда, занятости и соцобеспечения, а Ирма Чантурия – заместителем председателя Фонда социального страхования и охраны труда. Постановлением Кабинета министров внесены изменения в таможенный тариф Республики Абхазия, повышены ввозные пошлины на хлебобулочную продукцию. Устанавливаем ставку в размере 10% от стоимости, то есть это валорная ставка. Необходимость в такого рода изменениях возникла с тем, что в Абхазии достаточно высокий уровень и количество компаний, которые производят достаточно конкурентные виды продукции. И для того, чтобы поддержать отечественного производителя, вот такая мера вводится. С 1 февраля будут увеличены и сборы за получение ресурса нумерации. Это касается мобильных операторов, осуществляющих свою деятельность на территории Абхазии. Сберегательный банк Абхазии продолжает компенсационные выплаты по вкладам до 1990 года. Как известно, эти выплаты производятся поэтапно с 2011 года. И за весь период компенсацию получили более 12 тысяч человек. Выплачено 160 миллионов рублей. Сейчас уже могут подавать заявление на получение вкладов практически все. Мы с 2011 года объявляли категории, начиная с категории до 30-го года рождения, участники Великой Отечественной войны, инвалиды войны и так далее. Сейчас уже есть возможность говорить о том, что вклады могут выдаваться всем по возрасту всем. Государственный комитет по управлению госимуществом и приватизации вынес на рассмотрение членов правительства вопрос о ликвидации лизинговой компании «Абхазлизинг». Как таковой компании уже давно нет. Но есть подписанные договора аренды на этих площадях, которые были выделены этой государственной компанией. Сейчас мы выносим на ваше рассмотрение его ликвидацию, а в дальнейшем будет процесс ликвидации долги. Почему? Потому что там и кредитные ресурсы, и дебетовые задолженности, то есть в них разобраться еще определенное время надо будет. По данному предложению у членов правительства возникли вопросы. В частности, кто будет платить долги компании? Собственник государства, Республика Абхазия, учредила компанию. Компания имеет долги. Долги, значит, сама процедура образования долгов, она у меня вызывает сомнения, но это вопрос Генеральной прокуратуры. Но они признаны судом, там, вы правильно сказали, кассовое поручение. Апелляцию никто не подавал, потому что, естественно, им было это неинтересно. Но, тем не менее, долги сегодня признаны судом, и их надо выплачивать. Получается, что мы сейчас ликвидируем компанию, в любом случае мы являемся собственником этих долгов, а эти иски придут к нам. Соответственно, с бюджетного счета будут списываться эти деньги, все. Более того, насколько я помню, под залогом вот этих долгов, залогом, обеспечением абсолютно незаконным было вот это оборудование, так называемое здание сооружений. Сейчас как судьба этих зданий сооружений? То есть мы передаем банку, как это все будет происходить? В итоге, после обсуждения, этот вопрос был отложен. Члены правительства внесли изменения в трехлетнюю целевую программу инвентаризации недвижимых объектов историко-культурного наследия Абхазии, принятую в 2015 году. Программа продлена до конца 2019 года. В результате ее реализации появится современный информационный ресурс с полным перечнем всех объектов историко-культурного наследия страны. Кроме того, решением членов правительства часть имущественного комплекса санатория Гагрыбш и здание прачечной в городе Сухум по улице Акиртава включены в перечень объектов, подлежащих приватизации. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.